Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камши-Кушара. В студии Фатима Джуб. А сейчас коротко о самом важном к этому часу. Абхазский бизнес повзрослел, абхазский бизнес видит перспективу, готов работать в конкурентных условиях, готов работать на сложных рынках. Новые проекты, проведение Абхазского инвестфорума и другие направления совместной деятельности. Итоги рабочего визита делегации Минэкономразвития России. США и Израиль нанесли удары по Ирану на фоне обострения ситуации вокруг ядерных переговоров. Национальный банк и банковская система Абхазии отмечают 35-летний юбилей. В Сухуме прошло торжественное заседание. Делегация Министерства экономического развития Российской Федерации во главе с министром Максимом Решетниковым прибыла в Абхазию с рабочим визитом. Президент Абхазии Бадрагунба совместно с представителями делегации в международном аэропорту Сухум имени Владислава Арзенба осмотрели инфраструктуру объекта и обсудили перспективы его дальнейшего развития. Кроме того, они посетили несколько инвестиционных проектов, в том числе контейнерный терминал в Ачимчире, завод по производству молочной продукции в селе Лабра, объекты, реализованные в рамках проектов по созданию глэмпинга. Гугут Савардани расскажет подробнее. Делегация Минэкономразвития России прибыла в международный аэропорт Сухум в половине 12-го дня. Сухумская воздушная гавань, пожалуй, самый крупный инвестиционный проект, реализованный в стране. Небесный причал успешно принимает и провожает пассажиров. В аэропорту министра экономического развития России Максима Решетникова встретили президент Бадрагунба, премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймурас Миквабия, министр туризма Астамур Логуа, посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Вместе они осмотрели аэропорт и обсудили вопросы его дальнейшего развития. В рамках визита делегация Минэкономразвития посетила объекты, строящиеся в рамках инвестпрограммы и программы льготного кредитования. Один из объектов – молочный завод в селе Лабра. Его площадь около 3000 квадратных метров. Планируется производство сыров, сметаны, йогуртов, сливочного масла, кефира и других молочных продуктов. Готовность предприятия к работе сегодня составляет 95%. Уже заключены контракты с Ираном и Белоруссией. Первую партию пробной продукции для местного рынка планируется выпустить в конце апреля. Оборудование заказали в Италии. Технологи из Пармы обучали сотрудников предприятия. В основном наша продукция, технологии, которые мы привезли, и оборудование, которое у нас установлено, оно рассчитано на производство из сухого молока. Это основные виды продукции. Также у нас есть цех по производству масла. Вот в данном случае мы будем использовать уже цельное молоко. Остальная вся продукция у нас будет идти из высококачественного сухого молока. Единственное, что я хочу сказать, конечно, мы исключаем использование таких веществ, как пальмовое молоко, всяких ингредиентов. И поэтому даже у нас на свой страх и риск мы взяли, придерживаемся ГОСТу. И срок хранения продукции у нас около месяца, потому что без использования вот этих ингредиентов, и всех высококачественных и натуральных, у него срок хранения маленький. Но это наш риск, но зато мы идем на то, что мы хотим выпустить качественную, экологически чистую продукцию. Сам завод делится на разные помещения. В этом, например, будут производить сметану и йогурты. Всего в сутки объемы производства всей молочной продукции составят 10 тонн. Кстати, сам завод оснащен высококачественным итальянским оборудованием. Строительство молочного завода началось в августе 2024 года по программе льготного кредитования. Это сметная стоимость предприятия 1 480 000 000. Это вот по системе льготного кредитования мы получили эти деньги. 1 188 000 000 – это то, что нам выделены деньги по этой линии, остальные – это уже собственные средства. Далее встреча продолжилась в администрации президента. Глава государства отметил, что взаимодействие между ведомствами, а также предпринимателями Абхазии и России сегодня хорошо налажено и свидетельствует тому совместные проекты, которые реализуются. Взаимодействие между нашими странами наращивается интенсивно.
В рамках нашего взаимодействия это отражается на благосостоянии и благополучии наших граждан. Это вопросы безопасности, социального развития, экономики. Это те ключевые направления, которые годами мы развиваем и намерены развивать дальше. Наши страны, близкие друзья, проверенные временем, надежные партнеры. Я благодарю вас, жителей республики, за поддержку текущей политики Российской Федерации, за то, что военнослужащие, добровольцы вместе с нашими ребятами отстаивают интересы и безопасность России в рамках специальной военной операции. Мы это очень ценим, все это очень ценят. И отрадно видеть, что Абхазия за последние годы показывает очень высокие темпы развития. Если посмотреть за 5 лет, то темп роста ВВП в текущих ценах в 3 раза увеличился. И это видно и по собственным доходам республики, которые увеличиваются. Ну и, конечно, такая динамика – это результат плотного взаимодействия наших стран и наших команд. И действительно для Министерства экономического развития, которое выступает таким штабом по поручению президента, интеграции всех вопросов и организации работы межправкомиссии, для нас, конечно, Абхазия и очень важное направление, еще к тому же весьма любимое, я бы так сказал, да, потому что все, кто занимается этим, любят вашу страну, любят Абхазию. В рамках встречи стороны обсудили ряд других важных тем. Гугут Савардани, Алексей Гухова, Константин Парулова. Абхазское телевидение. Новые программы для развития экономики Абхазии, проведение Абхазского инвестиционного форума и другие направления совместной деятельности были обсуждены с делегацией Минэкономразвития России. Бадрагунба и Максим Решетников рассказали подробнее о встрече и ответили на вопросы журналистов. Нам удалось обсудить широкий круг вопросов. Это взаимодействие в области экономики. Вы знаете, что Российская Федерация реализовывает совместно с Абхазией ряд крупных экономических проектов, направленных на создание устойчивой базы, налогооблагаемой базы, создание рабочих мест. И все это сегодня, конечно же, функционирует. Мы сегодня были на таких объектах, как Сухумский аэропорт имени Владислава Григорьевича Ардзенба, Ачимчирский терминал, молочный завод в селе Лабра. Это те объекты, которые реализуются в рамках нашего взаимодействия. Мы в рамках нашего общения выстроили стратегию развития, дальнейшую программу развития в рамках сотрудничества. Есть ряд направлений, на которых мы обязательно будем обращать свое внимание. Это продолжение программы льготного кредитования. Это программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Вы знаете, что эти программы уже действуют на территории Абхазии, приносят существенный вклад в развитие экономики, в развитие социально-экономического развития страны. И в этом направлении нам необходимо двигаться и далее. У нас действительно в фокусе были вопросы на экономике, развитие республики. Наверное, первое, чему мы уделили пристальное внимание, это посмотрели, проинспектировали действительно уже реализованные проекты по программе льготного кредитования. Эта программа была запущена несколько лет назад по прямому поручению президента Российской Федерации. И, наверное, из того, что понравилось, да, это не только и не столько, что проекты реализованы, это само собой, да, а то, что действительно абхазский бизнес повзрослел, абхазский бизнес видит перспективу, готов работать в конкурентных условиях, готов работать на сложных рынках, выстраивает стратегическое партнерство, в том числе и с российскими партнерами, такое долгосрочное, ну и в то же время видит перспективу и видит дальнейшие задачи развития. Ну и параллельно с этим мы запускаем еще 2 большие программы. Одна программа касается поддержки малого и среднего бизнеса, это субсидирование процентных ставок, ну и одновременно с этим это такая дополнительная здесь задача развития местного финансового рынка, потому что местные банки пока имеют, скажем так, не так много опыта кредитования местных предпринимателей и не хватает зачастую ликвидности, поэтому эти вопросы мы тоже обсуждаем, тоже будем как-то смотреть возможности, что называется, подпорки со стороны российских организаций. И третья программа, которую мы обсуждаем, да и в целом направление, это туризм.
из новых программ – это программа поддержки модульных нестационарных гостиниц, ну, в общем, те, которые быстро возводятся из готовых конструкций, но при этом по уровню комфорта не уступают обычным гостиницам. Наша задача тоже в этом году отобрать проекты и по максимуму их развернуть. При этом мы рассчитываем на развитие таких проектов именно в восточных регионах страны с тем, чтобы тот аэропорт, который мы здесь запустили, сюда ехали туристы, они ехали, ну, понятно, Сухум, Очимчира, здесь прекрасные территории, здесь большой очень потенциал развития, ну, потому что, понятно, отсюда там в Гагры не поедут, в Гагры все равно поедут через Сочи, но нам очень важно, чтобы республика, ну, и республике в первую очередь важно, мы готовы поддерживать, развивалась органично, ну и, конечно, российские инвесторы вложили большие инвестиции в аэропорт, и важно, чтобы эти инвестиции начали окупаться, а это совпадает с задачами республики по развитию восточных регионов. Поэтому здесь все так очень гармонизировано, стратегия понятна, у нас полностью общее понимание, и все, что мы обсуждаем, это как ускорить и какие еще решения принять вместе, значит, с уважаемой командой республики для того, чтобы просто ускорить все эти процессы. Действительно, наш бизнес серьезно, так скажем, повзрослел, и ответственность бизнеса, она очевидна перед гражданами, в том числе нашей страны. Благодарю Российскую Федерацию, президента Российской Федерации за те принятые решения по поддержке нашей республики в целом и в вопросах безопасности, экономического развития, социального развития. У нас огромная задача перед нашей страной достичь уровень, так скажем, когда экономика страны будет самодостаточная, а все то, что сегодня коллеги из Российской Федерации дают как инструментарий, это возможность достичь этого уровня. Я благодарю за поддержку вас лично. Я знаю, что вы постоянно держите на контроле вопросы взаимодействия. Благодарю Сергея Владимировича Кириенко, Александра Валентиновича Новака, как руководителя межправкомиссии. И, конечно же, экономический потенциал нашей страны еще не до конца раскрыт. В связи с этим, конечно же, хотел бы анонсировать и сказать о том, что мы обсуждали, и о тех планах, которые мы наметили буквально в начале апреля. Мы планируем проведение в Абхазии, в городе Сухум, Абхазского инвестиционного форума, который создаст дополнительные условия для привлечения инвестиций, для обсуждения актуальных вопросов в рамках развития нашей экономики. Это такие отрасли, как и туризм, и сельское хозяйство, программы. Мы можем даже провести некие промежуточные итоги подготовки к реализации программы льготного кредитования, программы поддержки малого и среднего предпринимательства и ряд других ключевых направлений, которые нуждаются в раскрытии своего потенциала. И в рамках наших совместных действий я уверен, что мы достигнем тех высоких показателей, которые ставим сегодня перед собой. Так что в начале апреля мы проведем Абхазский инвестиционный форум. Во второй половине дня премьер-министр Владимир Дылба и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников осмотрели территорию объекта Чалет-Бридж в Бзыбском ущелье Гудаутского района. Объект был открыт в январе 2023 года и работает круглый год. Чалет-Бридж – пример реализации проектов по созданию глэмпинг-отелей. Для отдыхающих построены 19 домиков, имеются рестораны, 4 бассейна, предусмотрены СПА-процедуры. На территории глэмпинга состоялась рабочая встреча по вопросам развития туристической отрасли Абхазии, в числе которых меры поддержки глэмпинга, увеличение туристического потока через авиасообщение, увеличение количества бортов, субсидий перевозчикам, реализация туристических продуктов с использованием авиасообщения. Теперь о том, что происходит на Ближнем Востоке. США и Израиль нанесли удары по Ирану на фоне обострения ситуации вокруг ядерных переговоров. Взрывы были слышны в столице Ирана, Тегеране, а также в таких городах, как Исфахан, Тебриз и других по всей стране. Израиль заявил, что нанес превентивные удары по Ирану. Президент США Дональд Трамп в своем обращении объявил о начале масштабной военной операции против Тегерана.
Ирана, назвав операцию «Эпическая ярость». Операция Израиля называется «Рык льва». Трамп также заявил, что США хотят полностью уничтожить иранскую ядерную программу, добавив призыв к иранским военным сдаться и сложить оружие. Израильские СМИ сообщают, что целями атак по Ирану в субботу утром были верховный лидер Ирана Али Хаминеи, президент страны Масуд Пезешкян, а также высокопоставленные госслужащие и военные. Официальное число жертв американо-израильских ударов по Ирану пока неизвестно, но сообщается, что на юге страны под атаку попала школа для девочек. Жертвами предположительно стали до 85 человек. В ответ на удары Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Также Тегеран ударил по американским базам, которые находятся в странах Ближнего Востока. Взрывы были слышны в Бахрейне, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии. Эскалация началась на фоне переговоров, которые велись между Ираном и США. Буквально в четверг завершился очередной раунд встреч в Женеве, но закончились без какого-либо прорыва. Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с агрессией против Ирана. Как сообщает РИА Новости, заседание пройдет в полночь по московскому времени. Продолжаем выпуск. Торжественное заседание в честь 35-летия Национального банка и банковской системы Абхазии прошло в Кабинете министров. В мероприятии приняли участие президент Бадрагунба, вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Шуба, руководство Конституционного, Верховного и арбитражного судов, депутаты, члены правительства, работники и ветераны финансовой отрасли. Также на мероприятии присутствовали заместитель Центрального банка Российской Федерации Сергей Белов, председатель Центрального банка Южной Осетии Сослан Бикоев. Репортаж Ирены Погателя. Создание Национального банка 35 лет назад стало фундаментом экономической независимости Абхазии и ключевым этапом в укреплении основ суверенного абхазского государства. Председатель Нацбанка Беслан Барателя, открывая торжественное заседание, рассказал об истории создания банка и исключительной роли главного финансового института в жизни страны. Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – 35-летия Национального банка Республики Абхазия и банковской системы. История современной банковской системы нашей страны – это часть истории становления независимого абхазского государства. Она развивалась вместе со страной, переживая тяжелые испытания. Отечественную войну народа Абхазии 92-93 годов, разруху, экономическую блокаду. Благодаря профессионализму, ответственности и преданности делу тех, кто стоял у истоков, система смогла выстоять и продолжить свое развитие. Даже в период активных боевых действий в сложнейших условиях банковская система продолжала работать. В городе Гудаута банк под руководством Изабеллы Гулария и Виктора Царгуш, Агропромбанк под руководством Шлатера Таня и Тина Айба, в Гагре Гагробанк под руководством Илариона Аргун. Особенно хочу отметить самоотверженную работу сотрудников Сберкассы в блокадном Творчале под руководством Чазмава Жанны. Работников и ветеранов банковской отрасли поздравил президент Бадрагунба. В своем выступлении он подчеркнул значимость и достижения финансового учреждения в экономическом развитии страны. За прошедшие годы банковская система стала одной из ключевых опор государственности, финансовой стабильности и социально-экономического развития страны. От ее устойчивости и эффективности напрямую зависит инвестиционный климат, поддержка предпринимательства, реализация государственных программ и благополучие граждан. Национальный банк играет определяющую роль в обеспечении надежности финансового сектора, укреплении доверия к банковским институтам и реализации государственной финансовой политики. Указом президента за вклад в развитие финансовой системы страны ордена Ахцапша третьей степени удостоены Беслан Барателя, Эмма Таня и Эмма Харчалава. В
28 февраля 1991 года Совет Абхазской ССР принял 2 ключевых закона о Центральном банке и о банках и банковской деятельности, благодаря которым банковская система республики обрела самостоятельность. Признание независимости Абхазии и Российской Федерации в 2008 году стало поворотным моментом не только в развитии страны, но и банковской системе, открыв путь к формированию стабильной финансовой инфраструктуры и стратегическому партнерству. Поздравить коллег с юбилеем приехали заместитель Центрального банка России Сергей Белов и председатель Центрального банка Южной Осетии Сослан Бекоев. Для меня, как представителя Республики Южная Осетия, банка Алании, большая честь присутствовать на столь радостном событии – празднования 35-летия Банка Абхазии. От всей души, уважаемый Беслан Владиславович, поздравляю вас с юбилеем, желаю вам и всему вашему коллективу энергии, здоровья, процветания, а Банку Абхазии новых высот, чтобы все задуманные планы были реализованы, удачи и успехов. Торжественное мероприятие, посвященное 35-летнему юбилею Национального банка, завершилось церемонией чествования выдающихся деятелей финансовой системы. Председатель Банка Абхазии Беслан Барателия вручил памятные подарки ветеранам отрасли, сотрудникам со стажем работы более 35 лет, выразив им глубокую признательность за многолетний труд и преданность делу. Ирена Богателия, Алия Самичпа, Абхазское телевидение. Национальный банк Абхазии выпустил памятную монету «Банк Абхазии». Тираж монеты – 200 экземпляров. Она изготовлена из серебра 925 пробы с использованием технологии золочения. Номинальная стоимость монеты составляет 10 абсаров, а ее качество оценивается как пруфлайк. Автор – Ирма Папаскери. Более 250 тонн мимозы экспортировано в Россию с начала сезона, сообщает Государственный таможенный комитет. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 52 тонны. На Сухумской набережной археологи обнаружили римскую крепостную стену 1-2 веков до нашей эры. Раскопки проводят магистранты Абхазского государственного университета и молодые историки под руководством кандидата исторических наук, декана исторического факультета АГУ Алика Габеля. В процессе раскопок найдены фрагменты амфор, стеклянные изделия, керамика и монеты различных эпох. По завершении раскопок в качестве одного из вариантов предлагается защитить стены специальным стеклом для обозрения жителями и гостями Сухума. 28 февраля отмечает юбилей заслуженный учитель Абхазии Ламара Тура Таркил. После окончания Сухумского педагогического института в 1973 году Ламара Тура начинает работать воспитателем в детском саду «Ласточка». Затем педагогом абхазского языка и литературы в Сухумской 5-й средней школе, где преподавала до ухода на пенсию. В общей сложности Ламара Владимировна проработала в сфере образования 50 лет, а ее ученики продолжают дело своего педагога. Многие из них пошли по ее стопам и сегодня преподают родной язык и литературу в школах республики. Футбольный клуб «Гагра» стал обладателем Суперкубка Абхазии. Матч завершился со счетом 3-2. Голами отличились Леон Аргун, Наур Цвинари, Иннар Акучба, Али Майба, Георгий Дгибуаце. Лучшим игроком матча признан Георгий Дгибуаце. Этим матчем в республике открылся футбольный сезон. Перед началом матча вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараш Хагба официально наградил лучших игроков прошедшего сезона. А сейчас о погоде в ближайшие сутки. В воскресенье в Абхазии облачно с прояснениями. В отдельные часы дождь, в горах снег. Температура воздуха ночью +1,6, днем +4,9. Температура морской воды +10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.